черный орел, ты взлетел над родными просторами. Беспощадной к врагам была сабля твоя, бесстрашный ты был в боях за свободу. О тебе, Батур, песня моя. Гони, Батур, человек из легенды. В летописи уйгурского народа навсегда остались имена славных батыров, защитников угнетенных и обездоленных. Среди них светлое имя Гани Мамадбакиева. Родная земля помнит подвиги Гани Батура. Сейчас этот край называют Синьцзянь, но старинные карты хранят его прежнее имя — Шарқи Туркестан, Восточный Туркестан. Здесь еще до нашей эры существовало древнее уйгурское государство. Развивались ремесла, искусство, архитектура. Была своя письменность. Уйгуры дружили с соседними племенами, прокладывали караванные тропы, уходили за горизонт, чтобы увидеть другой, незнакомый им мир. Более 2 столетий назад сюда пришли войска чужеземцев. Темные тучи жестокого гнета надолго закрыли солнце свободы. Народ не смирился. Пламя восстаний не раз пылало над этой землей. Искры гнева оставались в непокоренных сердцах, оставались в преданиях и легендах, в песнях печали. В 40-х годах нашего века пришло время больших перемен. В Урумчи, Кульдже и в других городах вновь вспыхнуло освободительное движение против режима Гоминдана. Мы встретились с участниками тех незабываемых событий, говорит народный генерал Зунун Таипов. Шарқ Түркістан өкіметі құрылмастан бұрын мен заводта ішчі болып ішледім. Ондан кейін біз махфи тәшкілатын құрдық. До создания Восточно-Туркестанской республики я был рабочим одного из заводов. Мы создали подпольную организацию в Кульдже, нападали на гоминдановцев. В это время Гани Батур и Фатых Батур собрали в горах партизанские отряды. Они взяли Нилку, начали осаду Кульджи. Отряд Гани Батура атаковал главный штаб гоминдановцев. Гани Батур был ранен, но не покинул поле боя. Вновь повел храбрецов в атаку. Отряд Гани Батура штурмует крепость, но взять ее нелегко. Взорвана стена, и партизаны врываются в крепость. Кульджа свободна. После создания Восточно-Туркестанской республики, национальной армии, меня назначили заместителем командующего. С тех пор я все время был связан с Гани Батуром. Отряды Гани Батура совместно с частями народной армии освобождали родные края. Соққыштыма башқа вақтларды бәһәм вақыты бірге болды. Шарқ Түркістан өкіметі Гани Батырны қахраманлығыны мәдихилеп Гани Батырға халық... За воинскую доблесть Гани Батуру присвоено звание народного героя. Наградили орденами и медалями. Гани Батур умный, интересный человек. Высокий, широкоплечий. Когда он садился на коня, казалось, что это сказочный богатырь. Радостно встретил народ рождения республики. Первое правительство народов. Первый парад народной освободительной армии. Этих людей объединила вера в силы и стойкость народа, вера в светлый завтрашний день. От Китайской стены до Седого Тяньшаня все знали имя Гани Батура. О нем слагали легенды, писали в книгах, пели песни о подвигах храбреца. Казалось, остались уже позади годы борьбы и тревог. На древней земле начиналась новая жизнь.
Советский Союз помогал строить заводы, плотины, электростанции. Оживали поля, но впереди был крутой поворот. Рассказывает бывший министр культуры Синьцзян-Уйгурского автономного района, писатель Зия Самади. В 1949 году Восточный Туркестан добровольно вошел в состав Китая. В первые годы в стране развивалась экономика, национальная культура. Мы выпускали газеты, книги. Начались социальные преобразования. Однако уже с 1957 года маоисты начали проводить политику подавления самосознания уйгуров, других национальных меньшинств. Они подвергали репрессиям и гонениям представителей народной интеллигенции. В тюрьмы и ссылки были отправлены сотни тысяч людей. Особенно усилились эти гонения в период так называемой культурной революции Мао Цзэдуна. Мрачные, страшные дни в истории древней страны. Произвол и насилие задели своим темным крылом миллионы людей. Мнимых преступников казнили и на площадях городов Восточного Туркестана. Еще вчера они были героями жарких боев за свободу. Сегодня попали под подозрение, оказались в камерах пыток. Они вынуждены были расстаться с родиной. Как и тысячи многих других, Гани Батур оставил свой край. Говорит Ашир Вахидов, один из вожаков молодежного движения в Восточном Туркестане. Борьба за свободу и независимость уйгурского народа выдвинула немало героев. Гани Батур вобрал лучшие черты борцов за правое дело народа. В дни революции он был прекрасным организатором, и народ отвечал ему горячей любовью. Его авторитет, его горячее слово не давали маоистам проводить свою политику в Синьцзяне. Они старались избавиться от таких людей, как Гани Батур. И для этого использовали самые гнусные методы. Добивались, чтобы Гани Батур и другие участники национально-освободительного движения покинули свою родину. Они покидали родные края, спасаясь от пули, тюрьмы, ссылки в безлюдные степи. Советские люди с открытой душой приняли беженцев из Синьцзяня. Они нашли приют и на казахской земле. Со своей семьей переехал в Советский Союз и Гани Батур. Ben özüm Şarkı Türkistan'da doğulgan. Şu yerde ata-babamızın şu yerde yaşagan. Я родился и вырос в Восточном Туркестане. Там могилы моих предков. Я 2 года, 8 месяцев сидел в тюрьме Гоминдана. Уничтожил 3 стражников, взял их оружие, бежал из тюрьмы и ушел в горы. Там организовал партизанский отряд. Мы храбро сражались за счастье народа. Повстанческая армия вместе с партизанами победила гоминдановцев. Потом наша республика вошла в состав Китая. Но скоро политика в Китае изменилась. Маоисты стали преследовать участников революции в Синьцзяне. Пришлось и мне покинуть родину. Гани Батур всегда рад этим встречам.
К нему приезжают товарищи по совместной борьбе, деятели культуры, писатели, музыканты. Старый друг и сподвижник Гани Батура Гапур Кадырхаджаев. Мужи Гузария Нахчини, Сенуатор, Веникан, Возида Вчерашкаяда, Мощин и Трат. Эту песню очень любит Гани Батур, Гани Ака. Мы часто встречались в Синьцзяне, встречаемся и сейчас. Я играю, и мы вспоминаем нашу родину, родные места. Спасибо советским людям, казахскому народу, что приняли нас как родных. Мы живем здесь, как все. В братской семье советских народов, равные среди равных, свободно и счастливо живут сегодня уйгуры на территории Казахстана в республиках Средней Азии. Среди них немало передовиков производства, знатных хлеборобов, ученых, писателей. Самые высокие урожаи кукурузы в Казахстане получает герой социалистического труда Марьям Ниязова. Один из лучших колхозов республики возглавляет Эмир Билалов. Трудовыми подвигами прославилась Адалят Зайнавдинова, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета Казахской ССР. Дети уйгуров обучаются на родном языке. Выходят в свет многотысячными тиражами газеты и книги на уйгурском языке. Важнейшие проблемы истории, языка и культуры родного народа изучают сотрудники крупного отдела уйгуроведения Академии наук Казахской ССР. Отдел возглавляет член-корреспондент Академии Гужахмед Садвакасов. Член-корреспондент Академии педагогических наук СССР профессор Мурат Хамраев. О боях за свободу народа, о новой жизни рассказывают книги уйгурских прозаиков и поэтов. Они желанные гости у своих читателей. Широко известны музыкальные произведения уйгурского композитора профессора Кудуса Кушевьярова. Родные, с детства знакомые песни, задорные танцы. В селах немало кружков художественной самодеятельности, где раскрываются народные таланты. В Алма-Ате плодотворно работает профессиональный уйгурский музыкально-драматический театр. Активный участник памятных революционных дней в Восточном Туркестане Зайниддин Юсупов. Здесь он получил специальное высшее образование, стал видным художником. Этот путь труда и учебы, созидания, творчества прошли тысячи тех, кто вырвался из-за кордона. Они стали врачами, инженерами, учеными.
Говорит заслуженный деятель культуры Узбекистана Хилям Худайбердиев. В Узбекистане, как и в Казахстане, тысячи беженцев уйгуров, они влились в среду. Ходили за горизонт, чтобы увидеть другой, незнакомый им мир. Более 2 столетий назад сюда пришли войска чужеземцев. Темные тучи жестокого гнета надолго закрыли солнце свободы. Народ не смирился. Пламя восстаний не раз пылало над этой землей. Искры гнева оставались в непокоренных сердцах, оставались в преданиях и легендах, в песнях печали. Гани Батур — человек из легенды. В летописи уйгурского народа навсегда остались имена славных батыров, защитников угнетенных и обездоленных. Среди них светлое имя Гани Мамадбакиева. Родная земля помнит подвиги Гани Батура. Сейчас этот край называют Синьцзянь, но старинные карты орел, ты взлетел над родными просторами, беспощадной к врагам была сабля твоя, бесстрашный ты был в боях за свободу, а тебе, Батур, песня моя. И хранят его прежнее имя — Шарки Туркестан, Восточный Туркестан. Здесь еще до нашей эры существовало древнее уйгурское государство. Развивались ремесла, искусство, архитектура. Была своя письменность. Уйгуры дружили с соседними племенами, прокладывали караванные тропы, уходили. В 40-х годах нашего века пришло время больших перемен. В Урумчи, Кульче и в других городах вновь вспыхнуло освободительное движение против режима Гоминдана. Мы встретились с участниками тех незабываемых событий, говорит народный генерал Зунун Таипов. Şarkı Türkistan hükümeti kurulmasından burun ben zavutda işçi болып işledim. Ondan keyin